виноват, что заболели врачи? Власти Алматы заявили, что медики могли заразиться коронавирусом по собственной неосторожности. Персонал возмущен и собирается в суд. Мы не знаем даже истинной картины. Почему? Потому что медицинская статистика в Казахстане очень сильно хромает. Под замок на целый месяц. Казахстанских студентов не отпускают домой даже после 2 недель карантина и даже с отрицательным тестом на коронавирус. От критики до комплиментов один день. Врач из Бишкека, рассказавший о нехватке средств защиты, внезапно расхвалил чиновников. Наш корреспондент выясняла, от чего перемены. Мало того, что правительство кидает врачей с компенсациями, так еще и ГКНБ активно и публично унижает их. Диагноз любой, только не коронавирус. Власти Таджикистана продолжают отрицать наличие заразившихся. Карантина в стране нет, зато намечены народные гуляния. Вы смотрите информационную программу канала «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Итак, в Казахстане медики, заразившиеся коронавирусом, подают в суд на чиновников. Они говорят, что вынуждены пойти на такой шаг после заявления, которое сделали власти Алматы. В городском департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг утверждают, что медики были инфицированы из-за своей собственной халатности. Подробности этого дела узнаем у нашего корреспондента Ернура Дасжанова, который выходит на прямую связь. Ернур, добрый день. Расскажи, пожалуйста, почему медиков возмутило заявление властей? Приветствую, Фарида. Началось все с того, что в минувшие выходные у 20 медработников Центральной Алматинской государственной клинической больницы выявили коронавирус. Тут все задались вопросом, как это могло случиться, ведь инфицированных либо контактных пациентов здесь не размещают. И вместо того, чтобы рассказать о причинах заражения, главный врач Алматы обвинила медработников в халатности. Якобы те не соблюдали меры предосторожности. Такие слова разозлили врачей. Они решили подать на чиновницу в суд. Под иском подписались более 300 медработников. По их словам, персоналу попросту не выдали средства индивидуальной защиты. Все ограничивалось лишь масками. К слову, из-за заражения массового врачей больницу эту, которая является самой крупной в Алматы, пришлось закрыть. Свыше 300 человек, контактировавших с зараженными медиками, изолировали. Тем временем в Минздраве констатируют, что средств индивидуальной защиты в стране катастрофически сейчас не хватает. По последним данным властей, коронавирусом в Казахстане заразились 211 медработников. Это 20% от общего числа инфицированных. Но и эти цифры могут быть недостоверны, о чем с большим сожалением говорят врачи. Мы не знаем даже истинной картины. Почему? Потому что медицинская статистика в Казахстане очень сильно хромает. Никто не знает истинных цифр заболеваний. Есть много фактов, где происходит, мягко говоря, некоторая игра цифрами. Да? То есть, поэтому мы не можем точно быть уверены, действительно ли количество заболевших там сейчас уже превысило 900 человек. Действительно ли среди них 147 медицинских работников, никто не может сказать. Ернур, если немного отвлечься от медицинской тематики, власти Казахстана обещали послабление для бизнеса. Появилась ли уже информация, кто именно сможет работать в условиях карантина? Да, Фарида, именно сегодня госкомиссия, определилась с перечнем объектов. Так вот, с 20 апреля в Алматы и Нур-Султане возобновят работу промышленные предприятия, банки, СТО, автомойки, химчистки. Также возобновится работа на стройках. Остальным же пока придется потерпеть до окончания карантина. Когда же он закончится, пока точно власти сказать не могут. А более точный список объектов, которые возобновят свою работу, будет известно 15 апреля. Ернур, большое спасибо. Я напоминаю, на прямой связи из Казахстана был наш корреспондент Ернур Дасжанов. Казахстанские студенты, которые вернулись из Турции, помещены на повторный карантин в Атырау. Хотя, по словам их родителей, их тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат. В изоляции также остаются туристы и бортпроводники самолета, на котором эта группа вернулась домой. Шалпан Аразбекова выясняла, почему вместо положенных 2 недель эти люди проведут в заперти месяц. Только что открыли нам, эти
И сейчас греемся вот так вот. На этих кадрах казахстанские студенты, которые учатся в Турции из-за пандемии и коронавируса, они были вынуждены вернуться на родину. Домой первокурсники так и не попали. По прибытию в Казахстан всех их поместили в карантин в городе Атырау. Почти 2 недели студенты провели сначала в местном общежитии, а затем в пустых квартирах в новостройке. Условия, в которых они жили, привели в ужас их родителей. Пустые и очень холодные квартиры. Сутки их там держали, закрыли прям снаружи. Они очень сильно замерзли. Под 2 одеялами они не могли уснуть от холода. Позже выяснилось, что во время эвакуации 25 студентов в самолете находились и туристы. Всего домой вернули 66 человек. У одного из пассажиров обнаружили высокую температуру. По прилету тесты на коронавирус у всех показали отрицательный результат. Но их все равно поместили в 14-дневный карантин в общежитии с общими удобствами. Родители называют это халатностью со стороны чиновников. Самое интересное, в этом общежитии был общий туалет на всех, общий душ, даже общий кулер, откуда они все вместе, каждый набирал воду. Это вопиющая халатность их, что они нормально не изолировали их. По прошествии 14 дней помещенные в карантин должны были вернуться домой. Далее их ждала самоизоляция. Медики даже взяли расписку, в которой студенты обязались не нарушать домашний карантин. На деле все оказалось не так. И когда они начали возмущаться, почему они же подписывали бумаги, что будут сидеть дома там на домашнем карантине, они сказали, якобы вы подписывали ту бумагу, которую вы сидеть будете вот заново на втором карантине. Мы поинтересовались у областной администрации, почему сразу по прилету студентов не изолировали друг от друга. В пресс-службе говорят, что тогда такой опасности не было. Когда они только прилетели, все были проверены на коронавирус, но тогда анализы были отрицательными. Вот через 2 недели контрольный тест показал, что 3 человека оказались инфицированными. Поэтому мы продлили карантин еще на 14 дней согласно санитарным нормам. Представитель областной администрации рассказал и об условиях содержания студентов. Несмотря на то, что у нас такого ранее не было, мы были готовы. Им не понравились, скорее всего, условия в новостройке, но мы их сейчас разместили уже в санатории местном. В итоге студенты находятся в карантине уже 18 дней и будут находиться там еще 2 недели. По словам родителей, тесты на коронавирус все так же дают отрицательный результат. Они считают, что запертые студенты дома будут в большей безопасности. Однако пресс-секретарь областной администрации говорит, что таким образом власти перестраховываются. Он также отметил, что в случае обнаружения среди помещенных в карантин еще одного заразившегося, изоляция будет продлена согласно санитарным нормам. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Узбекистане больной коронавирусом заразил на свадьбе жениха и невесту. Об этом сообщают местные СМИ. В общей сложности на свадьбах заразились десятки человек. И это при том, что с 23 марта в Узбекистане запрещено проведение обрядов с участием большого числа людей. В Наманганской области с сегодняшнего дня введен запрет на движение частного и служебного авто, а также скутеров и велосипедов. Жителям разрешается раз в день посещать магазины, рынки или аптеки в непосредственной близости от дома. Между тем, в Ферганской области скончался 4-й по счету больной коронавирусом. По данным Минздрава, это была 59-летняя жительница, которая в марте вернулась из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа. Общее число зараженных в стране – 896 человек. Президенту Кыргызстана предложили продлить режим чрезвычайного положения. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что этого требует рост числа зараженных. Глава государства свою точку зрения пока не озвучил. Подробнее о ситуации в стране поговорим с нашим корреспондентом в Бишкеке Дарьей Тимофеевой, которая выходит на прямую связь. Дарья, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, когда страна преодолеет пик заболеваемости, есть ли такие подсчеты и сколько сейчас заразившихся? Фарида, здравствуйте. Наши власти всячески избегают любых прогнозов на будущее. Единственное, что звучало от них довольно часто, что стоит быть готовыми к худшему развитию ситуации, но что именно они под этим подразумевают, неясно. По официальной статистике в стране 419 инфицированных, но многие этим цифрам не доверяют, относятся скептически, так как в республике всего 3 лаборатории, которые проводят анализ на коронавирус. И вот насколько у них хватает ресурсов и возможностей предоставлять полную картину заболеваемости, здесь тоже очень много вопросов. Дарья, а известно ли, как обстоят дела с медперсоналом? Звучат ли по-прежнему жалобы на дефицит средств индивидуальной защиты? Да, с врачами ситуация, судя по всему, с каждым днем становится только хуже. Только по данным чиновников, каждый 6-й инфицированный в стране – это медик. Жалобы продолжаются, в основном они касаются нехватки средств индивидуальной защиты, и также врачи стали жаловаться на качество этих средств.
Власти и руководство медучреждений всячески пытаются утаивать, скрыть эти факты. Врачи приносят публичные извинения и дают опровержения. И вот недавно в эти выходные разразился такой же скандал о том, как медикам приходится каждый день бороться не только с коронавирусом, но и с давлением со стороны властей. Я расскажу в следующем сюжете. Страница молодого врача Бектура Апышева в Твиттере удалена. Еще несколько дней назад его публикации о проблемах с транспортом для медиков и о нехватке средств защиты набирали сотни перепостов. За один из последних твитов о качестве медицинских масок Бектура вызвали к руководству поликлиники. После разговора в сети появилось это видео. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Ролик с Бектуром побудил пользователей соцсетей на флешмоб. Люди стали также массово извиняться. Хочу попросить прощения у моего народа. Дело в том, что я ложно очернял власть, депутатов и коррупционеров. Прошу прощения за то, что нагло вру в своем твиттере о нехватке СИЗ-врачам. Хочу извиниться за то, что я ложно обвиняю наше правительство в том, что деньги не достаются народу. Публичных извинений врачей в Кыргызстане уже с десяток. Правозащитники писали президенту, просили прекратить давление на медиков. В том, как молодой специалист надел маску, многие увидели символизм. Власть закрывает врачам рот. Поддержать Бектура и весь медперсонал республики решили кыргызстанцы во многих странах мира. Дорогие медики, врачи, медсестры и все, кто им помогает, спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Спасибо вам за ваш подвиг. Человечество перед вами в большом долгу. В защиту врачей выступили даже отдельные депутаты парламента. Хотят разобраться и помочь. Обещания дали письменное, правда, пока только в соцсетях. Мало того, что правительство кидает врачей с компенсациями, так еще и ГКНБ активно и публично унижает их. Завтра направлю письмо в Генеральную прокуратуру. Они обязаны контролировать действия Национального комитета. Многие другие врачи, которые еще не заразились, обратились, что врачей самих обвиняют, чтобы найти лазейку, чтобы не платить эти компенсации, что на них идет давление, чтобы они молчали. Уважаемый Минздрав, эти вопросы просто так не останутся. Заставлять врачей извиняться теперь считают неправильным и в Минздраве. Так сегодня прокомментировал ситуацию заместитель главы ведомства. Чиновники обещали поговорить с координаторами на местах, чтобы те не давили на врачей. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Почему власти Кыргызстана оказывают давление на врачей? Почему медработники боятся открыто говорить о своих проблемах? Об этом мы поговорим с нашим экспертом Бермет Барык-Табасовой, специалистом по доказательной медицине. Она вышла с нами на связь по скайпу. Бермет, добрый вечер. Насколько, на ваш взгляд, показателен случай с врачом, о котором мы рассказали в нашем сюжете? Действительно ли так все плохо в Кыргызстане с обеспечением медиков? Я думаю, я склонна считать, что это действительно так. И это показательный случай, он очень обычен для кыргызских организаций здравоохранения и для медиков. Я полностью поддерживаю своего коллегу молодого и полностью поддерживаю огромное количество медиков, которые транслируют о том. К сожалению, у нас небольшие проблемы со связью. Мы обязательно попытаемся связаться с нашим экспертом Бермет Барык-Табасовой чуть позже. А давайте пока перейдем к другим новостям. Мне сообщают, что связь у нас восстановлена. Давайте попробуем еще раз поговорить с экспертом. Бермет, вы меня слышите? Да, я хорошо слышу. Пожалуйста, продолжайте. Если вы слышите меня, продолжайте отвечать на вопрос. Если нужно, я его повторю. Но всем хотелось бы верить официальным данным, что всего достаточно и все врачи обеспечены. Однако в реальности огромный поток информации идет со всех сторон страны, и из дальних уголков, и из горных районов, и со всех регионов, северных, южных, что средств индивидуальной защиты недостаточно. И речь идет о том даже, что не просто недостаточно, но если даже есть какие-то малые количества, то они очень быстро заканчиваются, и они неподобающего качества.
Бермет, ну вот есть информация, что из всех заразившихся в Кыргызстане врачи составляют около 20%. Как на ваш взгляд, этот факт подтверждает то, что доктора не обеспечены в должной мере всем необходимым? Ну, ситуация меняется каждый день, и поэтому на сегодня это уже не 20%, а 40%. Сейчас говорят, что зараженных количество 419, из них 79 – это медицинские работники. Ну, считая 420 делить на 80 – это 40, это 4, 40%, это каждый второй, третий из зараженных – это медицинский работник. Это очень ситуация такая неприглядная и близка к критической. Но вот правительство Кыргызстана утверждает, что деньги на покупку средств защиты есть, и медоборудование все-таки закупается. Стоит ли верить этим утверждениям? Или может ли быть, что все эти средства просто не доходят до мест назначения? Сейчас известны задержки с финансированием, сейчас известны задержки с получением грузов, и тендерные закупки проводятся только сейчас, в данное время. Поэтому о скором и быстром, незамедлительном обеспечении речи не идет. Речь идет о том, что где-то идут заказы, где-то идет тендерные закупки, только сейчас производятся расчеты. На самом деле уже поток зараженных прошел, он распространился по регионам, по стране. Поэтому сейчас медики ждут средства индивидуальной защиты незамедлительно, сегодня. Завтра уже может быть поздно. Но пока этот большой груз дойдет и пока он распределится, это еще займет время, возможно, неделю, возможно, 2. Но заражение происходит сегодня. И 79 медработников из 420 – это довольно серьезная угроза. Бермет, большое спасибо. Я напоминаю, что на прямой связи со студией из Бишкека была наш эксперт Бермет Барык-Табасова. Экс-замглавы кыргызстанской таможни Раимбек Матраимов требовал доставить журналиста «Радио Свобода» Азаттыка Али Токтакунова живым или мертвым. Во всяком случае, так утверждает бывший подчиненный Матраимова Эмильбек Кимсанов. Он записал видеообращение, в котором рассказал о связях с бывшим начальником и о том, как тот подталкивал его к совершению незаконных действий. В качестве доказательства Кимсанов показал скриншоты сообщений Матраимова. Это номер Раимбека Исмаиловича. Он мне дает вот такие задания. Он сказал, чтобы нашли сегодняшние адреса Али Токтакунова и привезли его из Праги живым или мертвым. Сам журналист утверждает, что ему знакомы адреса и телефоны, которые показывает Кимсанов. Раимбек Матраимов содержание записи пока не прокомментировал, но его брат, депутат парламента Искендер Матраимов, назвал видео грязью и фантастической сказкой. А юрист Матраимовых Канатбек Азиз предположил, что у автора больное воображение. Сам Эмильбек Кимсанов сейчас находится под арестом в СИЗО. Напомню, что журналист Али Токтакунов – один из авторов масштабного расследования о контрабанде и коррупции на кыргызстанской таможне. По его данным, незаконные операции позволили вывести из страны более 700 миллионов долларов. Журналисты пришли к выводу, что Матраимов имел к этому самое непосредственное отношение. Один из информаторов разоблачительного материала, Аэркен Саймайти, был убит в Стамбуле в прошлом году. Президент «Радио Свобода» призвал власти Кыргызстана привлечь к ответственности граждан, которые угрожают Али Токтакунову и другим журналистам Азаттыка. Джейми Флай отметил, что серьезно относится к любой подобной угрозе. Продолжающиеся клеветнические нападки и угрозы в адрес журналистов Азаттыка со стороны Раимбека Матраимова и его соратников в ответ на наши журналистские расследования заслуживают порицания. Я призываю власти Кыргызстана серьезно отнестись к этому вопросу и привлечь к ответственности виновных. На фоне эпидемии коронавируса и карантинных мер в Турции активизировались эмиссары террористических организаций. Об этом в интервью «Хроники Туркменистана» рассказал глава российско-туркменского общества «Соотечественник» Максат Сапармурадов. Последние 7 лет он живет и работает в Турции и не понаслышке знает о проблемах трудовых мигрантов из Туркменистана. По его словам, подавляющее большинство его сограждан находятся в Турции нелегально и, соответственно, работают в низкооплачиваемых сферах. Сапармурадов утверждает, что
Ограничительные меры, предпринятые турецкими властями против коронавируса, в первую очередь ударили именно по таким людям. Он также рассказал, что эмиссары террористических групп пользуются сложной экономической ситуацией и заманивают мигрантов в Сирию обещаниями высокооплачиваемой работы. Как мне рассказывали студенты из Туркменистана, которые здесь учатся, им сразу предлагали по $1000 и еще столько же, когда их перевезут до места. Раньше потенциальных сторонников искали в мечетях, а сейчас, когда их закрыли, работают через соцсети в поисках тех, кто остался без заработка. Часто людей вводят в заблуждение тем, что обещают в Сирии мирную работу. Говорят, что забирают не воевать, а убирать, готовить, помогать по хозяйству. Это, разумеется, обман. По мнению Сапармурадова, властям Туркменистана необходимо помочь оставшимся без заработка во время эпидемии в Турции и гражданам других стран. Он предлагает создать волонтерскую программу ООН для помощи людям, которые не в состоянии позаботиться о себе сами. Свою идею гражданский активист пытается донести до властей Турции и Туркменистана. В больнице города Бахтар в Таджикистане скончалась 58-летняя санитарка. Она работала в отделении, где на карантине содержались граждане, вернувшиеся из-за границы. Однако в Минздраве страны заявили, что смерть женщины, цитата, не имеет ничего общего с ковид. И это уже не первый случай, когда жители страны умирают с симптомами коронавируса, но этот диагноз власти не признают. С подробностями Ануша Арипов. Санитар скончалась от пневмонии, гипертрофии левого желудочка сердца и атеросклероза коронарных артерий. Так официально прокомментировали смерть женщины в Минздраве. Коронавируса у Ишимы Алимовой не было, настаивают чиновники. Это заявление вызывает скептицизм хотя бы потому, что женщина работала в зоне карантина для прибывших из России таджикистанцев в центральной районной больнице города Бахтар. И это не первый подобный случай. За сутки до смерти женщины 11 апреля Минздрав опубликовал новость о смерти на севере Таджикистана. Скончался житель Джабор-Расуловского района Ходжи Мухаммад Тошев. Мужчина находился на карантине с конца марта под аппаратом искусственной вентиляции легких. Диагноз, поставленный врачами, ишемическая болезнь сердца. Перед тем, как попасть в больницу, он контактировал с братом другого усопшего таджикистанца. В обоих случаях Минздрав заявлял об отрицательных результатах тестов на коронавирус. В связи с этим Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан настоятельно призывает всех граждан страны не верить никаким необоснованным слухам о новой коронавирусной инфекции и полагаться только на официальные данные, включая Министерство здравоохранения и социальной защиты. 29 человек, которые контактировали с умершим, в том числе 11 врачей, находятся на карантине. В Минздраве сообщают, что первичные анализы показали, что у них нет коронавируса и их изолировали на всякий случай. Источники Радио Зоди сообщают, что у некоторых из них высокая температура. А вот в ведомстве говорят, что все хорошо, но в случае появления заразившихся Минздрав ничего скрывать не будет, так как это якобы не в интересах государства. Стоит отметить, что в представительстве ВОЗ в Таджикистане, которое перепроверяет результаты тестов Минздрава, пока никак не прокомментировали причину смерти 3 таджикистанцев. Ответа не последовало и после наших обращений. Между тем, официальные власти введение каких-либо ограничительных мер не рассматривают. Наоборот, в стране на этой неделе запланировали ряд культурно-массовых мероприятий. В частности, мэрия столицы планирует отметить 96-летие Душанбе массовыми гуляниями, концертами и спортивными соревнованиями. Кстати, накануне в стране завершился второй тур чемпионата Таджикистана по футболу. Матчи таджикистанской лиги начали транслировать спортивные телеканалы ряда стран. Таджикистан – одна из 4 стран мира, где сегодня все еще играют в футбол. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время». В Ютьюбе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи. Весна стала затапливать все. И образовалась, вот она, речка затапливала, все, просто был остров. Его прозвали Марс. Вот марсиане с работы придут и говорят, это марсиане пришли. И все, и пошло, и пошло, и пошло. И стали называть его деревней Марс. Марс уже давно не существует, так можно сказать. Остались тут 2 брата там живут. Такой жизни нет, которой раньше была. Раньше была, конечно, хорошая жизнь. Теперь у программы будет 2 ведущих. Я, Зураб Дуалит, и Ирина Хангушвили. Вместе с Ириной мы будем готовить различные вкусные блюда. Специально для вас, не выходя из дома, чтобы соблюдать режим карантина.
Выкладываем куски в сковородку и будем это дело обжаривать. Ты нарежешь зелень, а я очищу помидоры. Лука не жалеем. Чахов Билли.